Юрий Николаевич, пожалуйста. Ну, в данном случае у нас другой Мы перешли в другой кабинет. Да. Здесь установлены у нас 3D принтеры. Соответственно, это двухэкструдерный 3D принтер, одноэкструдерный 3D принтер, ну и там тоже еще стоят. Вот одноэкструдерный и, соответственно, Зенит российский. Ну, Flybir это мы заказывали с Китая, потому что цена вопроса Flybir и Зенит отличаются в 4 раза по функциональности намного лучше. И запчасти, если там стоит 1000 рублей, здесь 100 рублей. С Китаем можно все дешевле купить и делать. Вот у нас они работают уже с 2019 года, проблем никаких не было. Зенит где производится? Зенит, но он, если посмотреть, корпуса и так далее, все. Одинаковая штамповка, наша Зенит. Никакого сенсорного экрана, как здесь, нет. То есть один обычный монохромный. Работать может только с ноутбука. То есть печать карты памяти, если воткнуть, то есть такого нет. Здесь, пожалуйста, карта памяти, с Wi-Fi можно и так далее. Цена, то есть данного 3D принтера вот на сегодняшний момент 23 тысячи можно с Алиэкспресса купить. То есть цена Зенит 80. 80? Да. Там 2 экструдера. Ну, 2 экструдера. Не, ну одно экструдер. В принципе, вопрос тоже многие задают. Покупают 2 экструдера для того, чтобы он быстрее печатал. Он быстрее печатать не будет, он будет просто печатать 2 цветами. Смысл такой, если это нужно, то да. Зачастую, то есть это, ну, мне нужно печатать всегда все чем-то одним. Так, а Генрих Васильевич, он чем занимался? Он как раз, получается, у него тут резание было полностью. Да. Он резание подумал, но я уже не застал, когда он создал. Он тебя еще вел, да, интернет? Нет, он не вел, он был в комиссии, в госкомиссии, когда я защищал Ну, да, диплом. то есть. Так он вел основы резания, у него методическое пособие, Да, одно из первых тут в республике. Металл? Основа теории По резания металлу, с да, такими основа инструментами, теории да, резания, да. Вот. И эта мастерская, в общем, он ее Это его, да, создавал, вот это То есть, мастерская. можно сказать, имени Генриха Васильевича, да? Ну, можно сказать, да, это мастерская, можно да. так, Да, то есть, ну, без 3D принтера, если. Не, Так, ну, вот эти радиоэлектроника- станки, радиоэлектроники тоже не было, да, здесь. А вот эти станки металлорежущие, да, то есть, получается, строгальный, да, фрезерный, токарный, винторезный. То есть, они все здесь. Но это промышленные станки. Не с ВДНХ. Какой станок с ВДНХ? Вот этот станок с ВДНХ. Да, И вот, по-моему, дальше тоже. Тут про строгальный я не знаю. То есть, его снимали с вот ВДНХ это и сюда перевезли к нам. Сверлили, наверное, Ну, тоже. молодцы, что не сдали в металлолом. Ну, это было в советское время. Но это было лет 40 назад. Ну нет, ну хоть что, они- спрятали? Они отлично работают. Спрятали. Чугунина, что и будет. Двигатель такой же, все. Особенно в Так, фрезере. данные ролики опасно публиковать. Да, Приедут к вам за металлоломом. слушайте, благодаря- Духовые инструменты, Рабочие все. духовые инструменты, которые у вас были сохранены, сдали в металлолом. Это не знаю. Ну, я Но знаю. это не у нас, это там. Так, здесь все? Здесь все. Да, здесь все. Отлично, интересно. Да.